В детском оздоровительном лагере «Чайка» Сыктывдинского района заработал палаточный лагерь для детей. Отдыхают в нем подростки от 10 до 18 лет. Никакого праздного времяпрепровождения, а армейский режим, военно-патриотическое воспитание и много спорта. Как все на деле организовано, проверили руководитель Минобра совместно с прокурором Коми, представителями Следственного комитета и уполномоченного по правам человека. Побывала инспекция, к слову, не только в «Чайке», но и еще в 2 оздоровительных лагерях. Елена Кононова подробнее. Вместо привычных корпусов палатки цвета хаки. Этакий армейский городок. Но внутри все как в обычной комнате. Кровати, тумбочки и никаких спальных мешков. Здесь все организовано для комфортного отдыха детей. Медицинское обслуживание, биотуалеты, прачечная, душевые. Есть и спортивные площадки, уличные тренажеры, дом культуры. В перерывах между занятиями можно погонять футбол, посмотреть кино и, конечно же, потанцевать на дискотеках. Палаточный лагерь на базе «Чайки» появился не случайно. Спальные корпуса уже непригодны для проживания детей. Мы огородили все то, что у нас в аварийном состоянии, чтобы не было доступа у наших участников палаточного лагеря. То есть безопасность мы соблюли. Да, к сожалению, ту инфраструктуру, которая есть, мы сейчас использовать не будем. Дальше мы планируем развивать «Чайку», лагерь «Чайка» все-таки с точки зрения палаточного лагеря и с точки зрения вот такого военно-патриотического направления. А «Орленок» принимают уже вторую смену ребят – 170 детей. Режим такой, что буквально каждая минута расписана. Ребята танцуют, лепят из соленого теста, собирают лего-конструктор, играют в шахматы, рисуют. Скучать некогда. Во время съемок ловят момент, чтобы передать привет родным. Маме и папе, и бабушке. А вокруг сосновый бор, чистейший воздух. Что еще нужно для здоровья ребенка? Собственно, и упор здесь сделан прежде всего на оздоровление. Само оздоровление как раз-таки заключается в соблюдении режима дня, в сбалансированном питании и в том, чтобы дети как можно больше времени проводили в чистом сосновом бору. То есть он максимально богат разными полезными свойствами. В этом, я считаю, главная заслуга и главная причина вообще оздоровления. А в мечте не нарадуются, что наконец сняли ковидные ограничения. И теперь лагерь загружен на все 100%. Почти 200 ребят. И все они в танце. Так называется программа смены. Впервые в этом лагере тоже реализуется программа «Ты в танцах». Мы ее написали в прошлом году, реализовали как раз на базе детского оздоровительного лагеря «Чайка» и решили попробовать в мечте, потому что программа выиграла всероссийский конкурс программ и методических рекомендаций. Стала победителем. Поэтому попробовать решили там провести эту программу детям. Она нравится. Они изучают разные виды танцев и пробуют себя на сцене. Все эти лагеря еще до открытия получили заключение надзорных органов. Так что эта инспекция скорее ознакомительная. Ревизоры проверяют антитеррористическую защищенность, бытовые условия и питание. Увидели счастливые лица детей. Они в надежных руках воспитателей, вожатых. Лагерь имеет необходимые средства безопасности, охраны, правильно организованное питание. Но и самое главное, есть площадки для занятия спортом, площадки для творчества, танцев. Поэтому пока мы спокойны и рады за наших детей. Проверки лагерей как на территории Коми, так и на побережье Черного моря проходят с начала мая. До сих пор серьезных нареканий со стороны инспекции не было. Сегодня в республике работает более 300 лагерей, в том числе трудовых. Только в июне отдыхом было охвачено более 18 тысяч ребят. Около 2000 съездили на Черноморское побережье. Но это еще не предел. Смены в лагерях будут работать по сентябрь, несмотря на начало нового учебного года. Елена Кононова, Анастасия Тюрнина, Олег Юшков, телеканал Юрган.